Сюда к приходу электрички, знаем, что российские железные дороги приходят точно вовремя, поэтому мы не успели всю набережную пройти, о чем вы спрашивали, но много что успели посмотреть. У нас готовы уже проекты и договорились, вот Бадру Зурабович дал соответствующее поручение о том, что все проекты реконструкции и восстановления легендарной Сухумской набережной будут выставлены на всенародное обсуждение. Сейчас работу ведут архитекторы, да, и Абхазии, и России. Вот они в течение месяца это закончат, и будут выставлены информационные стенды, чтобы любой житель города Сухума, Абхазии, любой приехавший турист имел возможность посмотреть, сказать свое мнение, дать какие-то свои предложения. Ну и меня очень порадовало, мы об этом в прошлый раз говорили, что помимо российских регионов, потому что у нас и Казань, Татарстан, и Уфа, Башкортостан, Краснодарский край, Москва, Нижний Новгород. Значит, сейчас вот присоединилась Самара, мэр города Самары, здесь, которые готовы вкладываться в развитие не только Сухума, но и в данном случае Гудаута. Да? Но меня очень порадовало, мы об этом в прошлый раз говорили, чтобы все-таки в восстановление легендарной Сухумской набережной вкладывались не только российские города и российский бизнес, но и выходцы из Абхазии, работающие в России крупные бизнесмены абхазского происхождения. Вот это уже стало происходить. Мы сегодня увидели первые 300 метров Сухумской набережной, за которую берет на себя, значит, работу абхазский бизнес в России. Мне кажется, это очень правильная история, очень правильный пример, если к этому будут присоединяться все. Ну и договорились вот и с Бадру Зурабовичем, и с мэром города Тимуром Михайловичем о том, что будет предоставлена возможность, у людей разные возможности, кто-то может взять 100 метров или 500 метров набережной, кто-то может взять одну лавочку или один вазон на этой набережной, но это все равно вклад каждого человека, и это, знаете, такая общая программа, когда каждый и житель города, и приехавший гость города может внести вклад в то, чтобы вот этот уникальный исторический облик не только сохранить, восстановить и развивать. Вот это меня сегодня очень порадовало в праздник. Стройка возобновилась, все в рабочем режиме. Установили вот красный экран. После вас, запитал первый этаж на зиму. Работа идет. Сколько учетных настроек? Сейчас 20 человек вот сейчас на данный момент. И достаточно. Ну, усиливаем по мере надобности. По срокам, как договаривались? Как договаривались, да. Режим короткий, но идет. Так что все с вашей легкой руки, все пошло, поехало. Спасибо вам большое. Это договоренность, то, что Бадру Зурабович договаривался, обращался к Владимиру Владимировичу, получил поручение нашего президента. Ну, вот, хочу сказать спасибо и Николаю Альбертовичу, который это оперативно курирует и помогает. По оборудованию у нас тоже все в порядке, да? Мы подстройку синхронизируемся с поставками оборудования. Мы уже отрабатывали по срокам, Еще как. так что мы не подведем. Срок мы записали, да? Невозможно, а точно будет расширяться. Я, вот, знаете, в добавлении к тому, что уже сказал Бадру Зурабович, действительно реализация этого аэропорта – это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. И, как принято, все поручения президента должны выполняться точно в срок. На встрече
Владимира Владимировича с Бадром Зурабовичем в Москве была достигнута договоренность, что аэропорт будет запущен 1 мая. Вот сегодня ровно 1 мая, старт рейсового сообщения. Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода. И у нас еще увеличивается количество и аэропортов. И самое главное, пока аэропорт принимает самолеты узкого фюзеляжа, с начала июня добавятся самолеты широкофюзеляжные, уже на несколько сот пассажиров. Ну и судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона. Кстати, вот вы спросили про другие регионы. Действительно, сейчас многие регионы смотрят возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию. Кстати, сегодня с Бадром Зурабовичем говорили о том, что, конечно, узкость аэропорта дает возможность для серьезного увеличения туристического потока в Восточную Абхазию. Потому что машиной до Гагры, до Пицунды, а вот уже дальше за Сухум уже не очень комфортно для туристов. А вот открытие и электрички Диаскурия, которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пусть прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма в Восточной Абхазии. Ну и, знаете, самое главное, действительно, Бадр Зурабович об этом сказал, это была мечта. Не случайно аэропорт носит название Владислава Владимировича Ардзимба, который мечтал о том, что независимость Абхазии будет признана другими странами. И первым такое решение принял президент России, признав независимость Абхазии. И то, что первый аэропорт принимает сегодня рейсы, я уверен, что сейчас мы говорим о разных регионах России, потом добавятся и международные рейсы. Это говорит о том, что если не просто мечтать, прикладывать к этому силы, то все мечты сбываются. По законодательству Республики Абхазия, на территории Абхазии иностранные банки работать не могут. Если это законодательство будет изменено когда-нибудь, естественно, российские банки будут рады. Но сегодня нас ничего не ограничивает от партнерской совместной деятельности. Видите, это было для того, чтобы Промсвязьбанк и коллегам большое спасибо, они очень оперативно развернули мобильный офис. Более того, для маломобильных пенсионеров они готовы это с выездом сделать. Развернули возможность, действительно, чтобы пожилые, уважаемые люди не нуждались в поездке в Краснодар, в Сочи, могли получить оформление всех документов здесь. И в любом случае уже российские банки, тот же Промсвязьбанк, договорился о партнерском сотрудничестве с абхазскими банками. Они могут работать совместно. По действующему законодательству Абхазии это пока та возможность, которая будет реализована. Будет дополнительная потребность, будем обсуждать. Сюда. Так, можно?